1450 рублей. Ждали выдвижения легкой бронетехники. Я был спортивным. Работал по бронетехнике. Pasukan Rusia menggunakan berbagai persenjataan dalam menyerang posisi Ukraina di Kursk. Beberapa senjata yang digunakan diantaranya rudal, senapan mesin, hingga tank. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 24 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia juga menyita beberapa senjata Ukraina. Mereka tentara Ukraina akan senang jika dipukul mundur dengan senjatanya sendiri. Jelas militer Rusia. Prajurit Brigade Korps Marinir, kelompok pasukan utara yang beraksi dengan berupaya membebaskan wilayah perbatasan Kursk, sekaligus menyita senjata dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Jelas narasi unggahan. Джампик, Севыч, там к вам еще одна коробочка подъехала, стала аккуратно, голосом с ними работаете, по тутке тоже работаете. На позиции мы находимся от 12 до 24 часов. То есть, опять же, зависит от сложности, от задачи. А это основная 338 Орсис Т-5000, наши российские. Самое дальнее вот у меня было 1453 метра. Ждали выдвижения легкой бронетехники. Соответственно, я был с полтинником, чтобы работать по бронетехнике. Выстрел! Оружие было затрофеено на позициях противника в ходе штурма населенных пунктов. Данный АГС был захвачен нашими парнями при штурме вражеских позиций. БК у нас теперь на них имеется, будем их же бить их же оружием. Вот, я думаю, он будет, противник, доволен, получить отпор своим же оружием. Нет, данный АГС они использовали, они обстреливали с АГС наши позиции. Ну и частенько они работали по нам. Работала над нами, была замечена, и было замечено, как он, видимо, села батарейка, и он опустился на землю, ровненько встал. Мы его, соответственно, сходили, забрали. Чаще они попадают к нам сбитыми, то есть или упавшими с большой высоты, и тогда они уже, не БГ. На запчасти. Этот же экземпляр оказался целеньким. Так что фонд господина Порошенко теперь помог и нам. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.